Так, марш должен, приходите свободным. Добрый вечер. Конничева, нихао, бонжур, буэнос-эра. Так, кого еще? How do you do? Hello. Так, у нас 10-й урок, и в этом уроке мы будем делать небольшую, совсем простенькую, чтобы вы не запутались, игру. В этом уроке играешь душом. Ну, не совсем. Так, Хаймерс, как обычно, ты все уже знаешь, как профессионал открывает Visual Code, не как юзер-ламмер какой-нибудь мышкой кликает, а используя командную строку или консоль по-другому. Так, закрой это непотребство все. И новый файл. Это можешь оставить. Делаем новый файл. Сначала создай HTML файл, назови его game.html. Отлично. Так, когда ты создаешь игру, тебе не обязательно, не делай этого пока. Тебе не обязательно всю эту страницу делать, потому что у тебя там ничего происходить не будет, никакой search engine не будет искать твою страницу, ты не собрался создать сайт, у тебя просто, поэтому на них всего лишь 2 строчки напишешь сейчас. Сейчас я тебе скажу, как их писать. Напиши, используя тег canvas. Напиши по-английски, начиная с литерой C, canvas, уже появилось. Это тег для вот такой... Что такое canvas, знаешь? Нет. Можешь выучить английское слово дополнительно. Это как бы холст. Вот художники рисуют, вот у них вот эта штука, на которой они рисуют, натянутая на деревянную раму, она называется canvas. Canvas, по-моему, еще означает парусину. Скорее всего, они на парусину натягивали. Оно еще вот этот борцовский спортивный вот этот пол называется мягкий. На канвас, на ковер, на канвас. Да, есть слово carpet, означающее ковер, но canvas тоже возможно. В общем, это такое, что на чем мы будем рисовать. Так, дай этому тегу canvas ID game canvas. То есть игровая простыня, скажем так, или игровой холст. И продолжи дальше. Сделаем ему размер, габариты ему зададим. Пусть его ширина, width будет 800 метров. 800 пикселей, sorry. Ага, нет. Равно, кавычки, как всегда. Сотри и дай ему самому это все нарисовать. Слово width снова... Вот, еще, пиши H, и он сразу тебе подскажет. Это будет экономить тебе время. А время самое ценное сейчас. Пикселей не нужно. В данном случае это не CSS. И дальше height. Высота. H, E, I. Появилось. 600. Пусть у нас будет 800 на 600 пикселей. У нас будет такой квадратик. Игровое поле, в котором и будет все происходить. Все. Давай теперь еще в следующую new line. Go to new line. And write script tag. Потому что у нас в отдельном файле мы будем JavaScript писать. И дай ему источник CRS, не ID. ID, заходимся. CRS. Пробел. CRS. Нет, mit S, sorry. SRC. SRC, я тебе наоборот сказал. Да. Все.
И напиши game, мы сделаем, но создадим файл, сейчас дадим game.js, дадим ему название game.js, то есть game JavaScript, .js. Все, запомни все это хозяйство, все, Ctrl-S. И создай новый файл, вот этот самый JS файл, game.js файл создай. Как ты сейчас создал game.html, создай game.js файл. .js. Все, и в этом файле у нас будет, он уже привязан автоматически к тому HTML странице. У нас уже есть как бы ссылка, импорт туда. И мы сейчас создадим игру. Так, давай будем комментируя создавать его, чтобы ты этими комментами знал, что делать. Давай две косые черточки вперед. Forward slash. Two times. Double forward slash. Отлично. Это комментарии. То есть их ни интерпретер, ни компилятор не учитывает. Он их вообще не видит, игнорирует. Они предназначены для программиста, чтобы он мог, или для тебя самого, чтобы ты потом мог понять, что ты делал. И поверь мне, ты конкретно забудешь в сложной программе, что ты делал спустя там пару месяцев. Это человек просто так, на это так устроен, скажем. Так, это будет у нас setup. Напиши setup игры или setup game. Setup этого canvas. Setup the canvas. The, вот это самое the, которое трудно произнести русским и вообще всем, кого нету. Этой буквы нету. Canvas. Все. Здесь мы будем этот самый canvas. Так, создай переменную const с названием canvas. И canvas. Пусть у него будет. Это ты даешь имя, и это не имеет отношения к тому canvas. Используй букву C. Отлично. Так, equal. И вот этот, нам нужно вот этот самый game canvas нашей HTML страницы хватануть и засунуть его в эту переменную под названием canvas, то есть в этот ящик, чтобы нам не нужно было каждый раз писать document.getElement by ID, кавычка, game, canvas, мы будем писать просто canvas. То есть всю эту технологию ты уже понял, Хаймерс. Как это бодяга работает. Во-во. Что там было внутри кавычек? Не пиши эти вещи. Ты просто должен положить его, убери inner. Ты просто должен положить его в это самое... Что-то, какой у нас был ID там? Можешь посмотреть, проверить. Точка, запятой. Заверши. Потому что все твое задание сейчас было от Canvas чудили. Просто в Canvas засунуть это и все. Теперь нам нужна следующая переменная. Нужна, она будет называться const ctx. ctx. Это мы даем ей название, это контекстное просто. Это для 2D объектов, 2D объектов, скажем. Так, equal. Canvas. То есть у нас уже есть вот этот самый canvas, мы его используем. Dot notation. Прилепи курсор in dot notation. Точку поставь. После canvas точку поставь. Мы будем вызывать метод. Get context. Это уже его родной метод, он тебе подскажет сейчас. Get camel case sang C.
большое C. О, контекст. По-видимому, не с маленькой буквой О. По-видимому, он потом привяжется, поэтому пиши контекст. Не, пиши, он твой еще не знает он его, этой штуки. Молодец. Разберется. Контекст. Текст. Слово. Как текст. X там. T. Все. Скобки. И внутри в кавычках 2D напиши просто. Потому что у нас двумерная игра. Не 2D, а двойку, а потом D. Вот так. Точка, запятой. Вот мы установили вот этот самый canvas, эту самую парусину натянули на дощечки и будем на ней рисовать. Давай отступи вниз и новый коммент. И double forward slash. Again. Так, напишем теперь для этого, поскольку мы делаем игру с теннисной ракеткой и мячиком. Будем просто ее подкидывать. Поэтому у нас будет игра, мячик по-английски ball, пишется как B-A-L-L, ball, как ногти бал пишет. А с А пишут. Да. Но произносит как ball, супербол, волейбол, баскетбол. То есть, и напиши variables, переменные. Пропуск, variables. Не будем по-русски писать, будем сразу по-английски. Чтобы ты потихоньку переходил. Так, давай, создай переменную не констант, а let, как она будет менять свое значение. Поэтому создай переменную let и назови его ball radius. Camel case. Radius. Отлично. Дай ему радиус. Дай ему радиус 10. Значение 10 присвой. Assign 10 to that variable. 10. 10. Сколько дадешь ты? Да. 10 просто напиши и все. Цифру 10. Все, точка запятой. Assignment, короче, присваивание. Ты в ящик вложишь цифру 10. Других каких-то вариантов у тебя там просто нету. Написал переменную, то есть написал лейбл от этого самого ящичка, который мы воображаем. И туда цифру 10 ты положил. Так, сделай переменную x тоже формата let, типа let. Значит, let это по-чеченски драться. Можно запомнить. Значит, Let, вот, а что и лака, язня просто. Все, и x. Ты создал переменную x равно equal. Canvas. Вот этот x мы положим, как ты помнишь, как вчера или позавчера, что координата x это слева направо. Вот мы сейчас делаем слева направо. Canvas, опять точка, нет, точка, метод какой будем пользоваться. Width. Canvas нет, не метод даже, а его свойство. Field, по-моему, это объект. Width. Так, касая forward slash, это знак деления, кстати. Вот это знак деления, он, если ты не знал. Напиши, разделить на 2, как бы, двойку напиши. Точка, запятой. То есть ты там написал, возьми вот этот размер вот этого, ширину вот этого canvas, где у нас будет происходить, и подели на двойку. То есть, если у нас размер, какой был у нас ширина, какая была у нас? 800. Вот, 800. Какой она будет после этого, как ты думаешь? После 400. этой операции? Отлично, молодец. То есть, прямо в середине будет находиться у нас мячик.
То есть, потому что с одного края на другого 800, а на 400 пикселей он будет прямо посередине окажется. То есть мы назначили место вот этому шарику, этому болу, прямо посередине канваса. Следующий, тебе нужно уже сверху вниз, то есть Y-координату означить. Напиши Y переменную и вложи туда цифру 30. Нет, минус 30 сделай. Так, canvas height, canvas.height. Height yazmışım, dülüm. I. Ну, да, от того, что он тебе не подсказывает. И минус 30. Не, минус 30. Это просто ты ему говоришь, возьми вот всю его высоту, 600 пикселей. И значит, вот с этого 600 отними 30, то есть на 30 пикселей выше. То есть, чтобы ракетку не лепить прямо под это на дно, он чуть-чуть приподнимем ее. Она утопнет, короче, в этой, скажем так. Ну, увидишь потом на экране. Давай теперь новую строку. Опять-таки, создай переменную dx. Let dx. И положи туда двойку. dx, не de. d, потом x вместе все. Вложи в переменную dx двойку. Не пиши никаких канвасах. Просто положи в этот ящик двойку. Точка запятой. Создай теперь переменную let dy. Мы будем использовать эти переменные, чтобы хранить значения, на которые мы будем переглядываться. И положил туда двойку, то есть прибавишь двойку, он переместится на 2 пикселя. Ты можешь им потом регулировать скорость своей игры. Если ты туда 4 сделаешь, он на 4 пикселя прыгнет, короче. Вложи туда тоже минус 2. Потому что это по Y-координате. И вверх-вниз, когда ты вверх идешь, там минус 2. Точка запятой. Все, новый double slash, please. Forward slash, not back slash. И напиши, вот эта ракетка по-английски, ну, такая, скажем так, подставная, можно сказать. Pedal будет. Напиши pedal, P-A-D-D-L. Заодно английские слова выучишь. С А, не с Е. Не pedal, а это. Букву А вместо Е. Pedal, да. Еще это значит лужа, по-моему, по-английски, да. Е, немое Е добавь. Проклятые французы испортили английский язык своими добавками. Так, напиши pedal variables. Variables. Как и вверху ball variables у нас были, вариаблы для мячика, переменные для мячика, а сейчас у нас переменные для ракетки идут. Пошли у нас переменные ракетки. Первая переменная у нас, поскольку размеры ракетки меняться не будут во время игры, то есть она будет сохранять свои размеры прямо в течение всего цикла жизни нашей игры. Поэтому используем константы. Const variable. Const pedal height. Напиши. Это будет у нас высота ракетки. Pedal height. Опять-таки, использую camel case, как приличный программист. Как пишет слово pedal, он тебе уже подсказывает. Height теперь. Прилепи к нему. И положи вот в эту переменную, это этот наш ящик с биркой pedal height, цифру 10. Assign.
Отлично. Ты уже немножко понимаешь, что к чему. Поправь, убери двоеточие, он тебе подсказывает. Точку запятой нужно ставить. Так, и еще одну переменную, поскольку у нас есть высота ракетки, pedal height, 10 пикселей, нам же еще нужна ширина ракетки, поэтому const pedal width. Пусть будет 70 пикселей. 70 точка запятая. Угу, отлично. И вот это самое, чтобы этот туда-сюда ее двигать, сделай переменную let pedal x. Опять camel case, pedal и большой x. То есть по x координате мы ее будем двигать. Равно, equal. В скобках напиши canvas. Опять используем свойство этого. Canvas, парусина, canvas, точка, dot, width, ширина, минус pedal width, вот эту константу, pedal width. И ага, уже есть. И просьба, когда ты арифметическую эту пишешь, то пространство оставляй, не лепи эти минусы, плюсы прямо в него. Это. Пробел делай. Да, и вверху тоже сделай. Ты их лепишь прям как вот вверху, где у тебя переменные. Вверху. У тебя есть разделить на 2, минус 30, вот чтобы ты видел их как бы что-то, иначе твой мозг это будет воспринимать как, не знаю, единую строку. Все остальное правильно. Так, pedal width, и опять вот это, что у тебя есть в скобках, это значение, получившееся значение, ты поделишь на 2. Нет, подели на 2. Косая черта, forward slash to. Что значит forward slash? Опять не лепи их. Forward slash? Да. Что это значит, по-твоему? Forward. Нападающий? Не перевод я имею в виду. Вообще, что это? Разделить это. Знак разделения. Да. Есть плюс, есть вот это, что мы в тетрадях в школе писали. Точка там. Да, этого нету здесь. Division. Вообще слово division значит divide, это значит разделять. И вот видишь так, представь, что ты топором вот так что-то делишь, разрубаешь. Вот это division и есть делить. Поэтому это правильный символ для этого обозначения. Легко запомнить. Division, forward slash, это division. Slash значит вот так, что-то вот так сечь. Slash, секанул прям. Мечом, там, саблей, слэш. Так, давай теперь сделай отступ. Еще пару вариаблей сделаем. Точку запятой просто не забудь. Угу. Отступ. Напиши let. Короче, напиши переменную let, типа let, right, preset, right, preset. Right. Как по-британски будем произносить его. Right, pressed. Camel case, preset. Отлично. Молодец. Так, что значит right preset? Preset D напиши вместо T. Это звучит как T, но пишется как D, потому что это окончание прошедшего времени. Равно equal. Equal. Pressed equal. False. Напиши просто слово false пишется это. False, но произносится как false, что значит неверно, неправильно, неистинно.
булевого выражения. Точка запятой. Так, и создай точно такую же переменную, прям его брата зеркального, но напиши left pressed. То есть левое нажатие. Right pressed это правое нажатие, а left pressed у нас будет левое нажатие. И оба false. Left мишляна. Left pressed баава. Просто pressed я знаю. Это его брат полностью. Кроме right, там просто left и все. Все остальное как у строки выше. Пиши. Все остальное, как у выше строки. Я уже сказал тебе. False. Да. Все остальное, как там говорят тебе. Это его брат-близнец, зеркальный, точно. Полностью повторяющий все его свойства, кроме того, что это левое нажатие, не правое. Отлично. Пойди теперь, так, новый комментарий напишем. У нас следующим будем это, event listener будем добавлять. Напиши handle key presses. Handle. Слово английское новое выучишь. Handle. Handle пишется. Handle пишется. Если уж по-немецки. Handle. Знаешь, что такое handle? Нет. Handle это иметь с чем-то дело. Или handler это торговец. Торговец же имеет с тобой дело. Ты с ним торгуешься. Handle. I'll handle it, Бога. Я сейчас разберусь с этим, Богом. I'll handle it. Handler это торговец. Наш Мухаммед был торговцем. Handler. Так, подожди. Handle key presses. Напиши key. Key это клавиша или кнопка. Пишется с обычной К. Французы не смогли это слово загадить, и оно пишется нормальной буквой К. Handle key presses. Теперь сделай отступ и напиши presses. Нажатие, значит. Presses. Пресс. Слово русское пресс это переписанное просто иностранное слово. Пресс значит нажимать. А presses это нажатие. То есть им существительное. Так, давай теперь внизу пиши. Перейди на новую строку. New line. Please go to new line. And write document. Мы добавляем document. Точка. Dot. Пиши теперь add. Добавить как add. Add. Event listener. Он уже появился у тебя вверху. Вот. Event listener. Как всегда, когда здесь нужна скобка. Parenthesis. Open, close. And inside parenthesis, в кавычках, in quotes, write key down. Quotes, кавычки. Одинарные, двунарные, не знаю, разницы нету. Key down. Down, да, уже есть у тебя-то. Ага. Как ты думаешь, что такое? Не выходи из этой скобок, мы дальше будем писать. Ставь запятую, зайди в обратную, ставь запятую, сделай отступ. И пишем дальше. Нужно зажать Shift, по-моему, нужно, чтобы запятую поставить на русской клаве. Так, пиши key down handler, используя camel case. Это уже встроенный его handler. Key, camel case, не забудь, большой D.
down, down пишется. Down. W-N, да. И с большой буквы опять handler. Handler. То есть торговец. Кнопка вниз, торговец. Если перевести буквально. Handler, не HS. Key down, handler. То есть кнопка вниз, торговец у нас, точка запятой. Снаружи делается точка запятой, внутри не делается. Если это не цикл for, конечно. Так, теперь, чтобы тебе больше не печатать, возьми эту строку, то есть перейди на эту строку, курсор на эту строку. Просто не надо выделять, не выделяй. Вот эта штука просто умная, она просто курсор поставь, Shift-Alt, стрелку вниз. Все. И вот это key down поправь на key up. То есть кнопку отпустить, вверх как бы, отпустить кнопку. Key down это нажать на кнопку, то есть down это вниз. А key up, маленькая только P, да. А key up ты как бы отпускаешь, и клавиша идет вверх, короче. Или кнопка идет вверх. Ты ее отпустил. перестал на нее давить, короче. Не дави на меня, не дави. Отлично. Так, давай теперь сделай отступ. У нас есть вот эти два event-листенера. Они будут слушать, что будет происходить на этом самом этом. Они слушают вот своей клавиатуры. Что такое listener, знаешь? Слушать? Да. Вот этот event, как геймер, вроде слышал, наверное, слово event. Это event. Начало, типа подготовка к началу? Да, какое-то событие, event. Какое-то событие, например, ты идешь, там у тебя квест, там ты уничтожаешь, не знаю, врагов, потом раз ты остановился, уровень закончил, на уровне какой-то новый ивент, то есть новое событие, там, пойди убей дракона, тебе открылся новый ивент. Вот что-то, вот это ивент, это просто событие. Точно так же это может быть какой-то, не знаю, большая партия, праздник какой-то может быть, ивент, еще что-то. В данном случае имеется в виду, что ты вот на этот документ, на свой, на браузерный вот это окошко добавил слухача, который будет слушать и ловить вот, скажем, события, нажатие на кнопки своей клавиатуры. То есть слушать их будет. Как только ты нажмешь кнопку key down, то есть он его поймает и запустит вот эту функцию key down handler. Мы этот самый key down handler функцию, их сейчас опишем. Сделай отступ вниз с новой строки. Так, пиши function. Нам нужно описать функцию. Следовательно, мы начинаем со слов function. Как пишут function, ты знаешь уже. Так, назови эту функцию key down handler. То есть название ты уже знаешь. Вон оно написано. Key down handler. Да, оно уже написано для нас. А в скобках напиши E. Просто E напиши. Это аргумент. Не зацикливайся, потом поймешь, что это. Теперь выйди оттуда, отступ и curly braces. Нет, функция имеет тело. Не забывай, что функция имеет тело. Curly braces. Open it. И внутри у нас новое условие. Если... Помнишь, как по-английски если? Else. If. Else это иначе. If. Ты еще noob. Так, и в скобках это условие, булевое выражение. Если, теперь напиши E, вот это самое E оттуда, точка, key, сделай отступ, 3 раза равно, это для JavaScript в нормальных языках, нормальных, конечно, в кавычках, сравнение осуществляется при помощи 2 знаков равно. В JavaScript тоже можно сравнивать с 2 знаками равно, но оно будет не совсем это, скажем так, правильное, потому что если это будет, например, одна будет строковое выражение 10, а другая integer 10, то он эту разницу не увидит. Поэтому надежный способ сравнения с 3
знаками равно. То есть в JavaScript он ну, совсем уж так надежно делается. Давай. Отступ и напиши в кавычках arrow right. Arrow. Arrow. С большой буквы arrow просто, правда, потому что это его внутренний arrow с Английское, вот это его часто произносят как с двумя R. С двумя R. Arrow, W. W. Нет, не U убери. Слово arrow, это слово, что значит слово arrow? Не знаю. Стрела. Стрела. Легко запомнить. Arrow. Give me my arrows. Дай мне мои стрелы. Bow und arrow. Лук и стрелы. Bow and arrows. Давай, с camel case напиши right. Right. Как англичане будем говорить. Right. Please write it down. Right. Отлично. Вот это просто название на твоей клавиатуре стрелки вправо, кнопки, на которой стрелка вправо изображена, это arrow right, то есть стрелка направо. У тебя есть на клавиатуре кнопка стрелка направо. И вот это условие, вот этот event listener, вот слухач пытается выяснить, нажал ты эту кнопку или нет. И он поэтому говорит, если вот этот код вот этого самого клавиши равен вот этому arrow right, значит, ты, чувак, нажал эту кнопку. То есть я буду ракетку двигать вправо. Создай тело этому условию if. То есть поскольку у условия есть тело, выйди из этих скобок и создай ему curly braces и open it. Отлично. Ну, и если условие у нас случится, если ты как нажмешь вот этот самый клавишу налево, то он сделает, что right press it станет true. То есть у нас оно вверху false, то есть ничего значит не нажато, а здесь он сообщит ему, что оно нажато. Напиши right press it, вот это самую переменную right press it. Ага. Она уже есть у тебя она уже была, да. Нажимай. Равно equal true. True. T-R-U-E. True. Правда значит, истина значит. С У пиши. Опять-таки французское слово, по-моему. Англичанам занесенное. Точка, запятой. И после вот этой фигурной скобки, второй закрывающей, поставь туда курсор и напиши else if. Не else, а else if. В питоне это elif называется. Они его соединили. Здесь все еще else if. Все, else if. Опять-таки, если if, то ты должен в скобках создать какое-то условие для булевого выражения. точка key, или по-английски e, point key, dot key, e, dot key. Key. Опять-таки, сравни его тремя супер равенством, которые использует JavaScript. Тремя знаками равно. Как ты думаешь, с чем ты будешь его сравнивать? Ты можешь нажать стрелка вправо, а можешь нажать стрелку куда? Лево. Да, напиши arrow left. Точно так же, как брат наверху. Отлично, ты все сам написал. Давай теперь внутри будет то же самое, только left press it true.
То есть левая стрелка нажата, правда, истина. Не if. Left. Нажимай. Enter. И равно true, как и выше. Там right press it true, а здесь будет left press true. True. Истина. Все, мы описали функцию keyDown handler, то есть теперь нам нужно написать функцию keyUp handler. То есть нажать кнопку это полдела, надо еще ее понять ему и дать, что ты ее отпустил, эту кнопку. То есть он вот этот слухач, add event listener keyUp, который слушает, отпустил ли ты кнопку или все еще пальчик держишь на твоей клавиатуре. И для него нужно функцию описать. Точно такую же, как эту функцию напиши внизу, только вместо keyDown handler у тебя будет keyUp handler. Можешь скопировать, чтобы тебе время здесь экономить. Опять-таки вот этот метод. Скопируй всю эту функцию. Не, функцию keyDown handler скопируй. keyDown handler. Мы мышкой его так полностью. Не полностью, вместе с названием. Да. Вниз, еще вниз. Полностью вместе с кавычками. Еще кавычку поставил. Во. Теперь Shift-Alt, стрелку вниз. Не, Shift-Alt, стрелку вниз. Как программист будешь, профессионал действовать. Мышкой копировать. Shift-Alt, стрелка вниз. Все. И теперь поменяй ее вместо keyDown, вместо down, up напиши. Полностью переделай ее. Это сэкономит тебе время. Да, там up просто. Ага, отлично. И вот этот right press it true, left press it true переделай на false. Потому что вот эта штука слушает, что ты отпустил руку. То есть right, оставь все right, просто вместо true, false напиши. И все. Да. Там false и тут false. Он слушает, что ты отпустил кнопку, что она не нажата. То есть это не истина, что кнопка нажата. Напиши с буквой А пишут false пишут. В проклятом английском языке пишут false, не false. Хотя и говорят false. Так, одна из трудностей английского языка. Писать не то, что произносят. Так, отлично. Давай дальше, поехали. Осталось немного. Еще чуть-чуть последний бой. Сейчас мы создадим функцию. У нас есть функция, которая отслеживает нажатие с клавиш, с твоей клавиатуры. Все с этим нормально. Давай перейдем к функции отрисовки мячика. Что надо на хозяйство, надо на этом самом canvas, на холсте нарисовать же нужно. Две косые черточки, forward slash, double forward slash. Напиши draw, D-R-A-W. Не О. Это интересное английское слово, Хамиль, чтобы ты запомнил, оно означает рисовать. Также это значит ничья. И также можешь сказать draw, когда ты, не знаю, из кобуры кольт 45-го калибра Highway Patrolman будешь вытаскивать, это тоже draw. Draw. И ты вытаскиваешь из кобуры. Вот этот сам процесс вытаскивания из кобуры, тянуть из кобуры, не знаю, револьвер, это тоже draw. Также это слово означает ничья. То есть не я тебя застрелил, и ты меня застрелил, и наша дуэль окончилась на draw. То есть ты легко запомнишь это слово. Напиши. А теперь в данном случае мы просто используем как слово рисовать. Draw. Draw ball напиши. Как пишет ball, ты знаешь. Все, draw ball. То есть в этой функции, как функции пишутся? Function. Да, конечно. Да, конечно, пиши function. Ты уже не профессионал, но уже не ламмер, поэтому напиши draw ball. Camel case язык. Название функции. Да?
Ходи кого, что там, да, ты представь, от полного нулевого незнания ты переходишь к пониманию, причем ты очень многие месяцы, если не годы, толкался бы, пытаясь понять, что это за бурда тут написано, как, что, и какие-то люди с умными этими, очках умными лицами тебе рассказывали про какие-то там переменные, что-то, не понимая, где ты застрял. А так мы прямо онлайн знаем. Так, у функции бывают аргументы внутри этих скобок. Пиши скобок. Аргументов у тебя нет, но скобки ты должен написать. Открой, закрой parenthesis. Теперь у функции должно быть тело. Как пишется в тело функции? Тело функции? Да. Body имеется в виду? Body, да. В чем оно бывает? В скобках, фигурных скобках. Фигурных. Curly braces. Curly braces. Я уже тебе много раз говорил. Curly braces, open it. И внутри тела функции мы начинаем использовать нашу вот это CTX. Потому что CTX это для рисования объект, который мы перенесли из двухмерного специально для этого предназначенного класса. Напиши CTX. CTX. Begin path. Напиши begin. Begin это значит начинать. To begin with. Begin. Да, begin. Проклятый французский тут опять подгадил. Begin. Нет, began это прошедшем времени от begin. Это неправильный глагол. Begin и. Да, я тебе как бы по-латински говорю. Begin и camel pace stands und elect path. Path это путь, тропа. Pathfinder. Пишется она вот этой непроизносимой буквой the, не F. Да, вот, великолепно. Молодец. Так, открой, закрой скобку. Потому что это функция или метод, я не знаю, по-моему, функция. Хотя, нет, скорее всего, метод это не функция. Это раз мы с dot notation делаем. Точка, запятой. Точка, запятой. Дочка, запятой. И пиши CTX. Опять-таки, мы будем долго CTX писать. CTX. Точка. Arc. Arc это arc, да. Что такое arc, ты знаешь? Arc. В скобках. Ага. Си. Да. Си, сеньор. Так, теперь у этой самого метода arc или функции arc есть множество аргументов. Первый аргумент у нас будет x, который мы ему передаем. X, запятая, пробел y. Запятая, пробел ball radius. Переменная, которая у нас вверху была. Ball radius. 10 мы туда положили. То есть радиус нашего мячика 10 пикселей, значит. Запятая. Следующий аргумент у нас будет zero. Zero. Ставь на zero. Запятая. Используем встроенную библиотеку или функцию mathp. Напиши с большой буквы M. Math использует ту же самую проклятую букву the. Правильно, отлично. Точка. P с большой буквы. Число P. Это есть. PI. Да, оно самое. Сделай отступ. Знак умножения. Звездочка по-простому. По-сермяжному. Аском вот так. Джимнох чумат будет. Так, умножила на двойку эту самую mathp. Двойку просто поставить. Но не лепи ее. Отлично. Точка, запятой. Дочка, запятой. Новая строка, new line. Пиши опять CTX. Мы будем этот CTX эксплуатировать по полной. CTX. Fill, что по-английски значит наполнять. Fill
двумя L. Пишется эта буква не Е. Да, вот, fill, наполнять. Style, нет. Убери кавычки. Это style. Слово, ты знаешь это слово. С большой буквы, camel case, не забывай. Java любит camel case. Обожает. Style, equal. Java как ногти camels любят. Как арабы. Так, в кавычках ты цвет назначим. Quotes, please write quotes, and in quotes write yellow. То есть мяч же теннисный, он желтый бывает. Пинг-понг бывает белый, а вот потом поменяем, если захотим. Точка, запятой, дочка, запятой. Поставь дочку. Запятой. Так, теперь CTX. Точка. Не. Все правильно. Просто после X. Точка. Fill. Поскольку это функция или метод, я не знаю, надо смотреть. Разница здесь исчезающая. Открой, закрой скобку. Все, точка, запятой. New line. In CTX point или dot close path. Close path. Пиф-паф. Отлично, ага, паф, я зефацом. Не забыл, гад. Так, точка, запятой. Все, мы описали функцию отрисовать мячик. Давай новую функцию теперь. Мячик мы нарисовали. Что еще нужно нам нарисовать? Как ты думаешь? У нас игра состоит из мячика и ракетки. Ракетку надо? Да, пиши функцию ракетки. Function draw pedal. Biz belki diyor mu sarıştı? Комментарий, function маязи. В комментариях ты пишешь draw pedal, а функцию описывать. Ешент ах напишешь функцию. Draw pedal. Draw pedal, да? Нарисовать ракетку, Бог. Падло. Нарисовать падлу, да? Московскую падлу. Мне впадло. Так, давай, теперь функцию опиши. Как функцию делаешь? Давай мы тебя проверим на вшивость. Function? Function, да. Ты просто брата вот этого drawbell пишешь. Просто у тебя он pedal, а там он не впадло ему, а этому впадло. Во-во. Ты не безнадежен, парень. CTX? Так, давай мы... Да, CTX, конечно. Мы используем этот объект, чтобы рисовать все. Ты правильно догадался. Так, begin path. Начать путь. То есть, когда ты рисуешь, ты же ставишь вот этот самый карандаш и начинаешь. Вот примерно по той же схеме. Начинаешь его путь, тропу. То есть линию. Вот так и здесь. Begin path. CTX, begin path. CTX. У нас там, видишь, написано CTX arc. Arc, потому что мы шар рисуем. А теперь мы рисуем. У нас ракетка, она же не в виде шара, она в виде этого четырехугольника. Поэтому мы будем писать четырехугольник по-английски rectangle. Пишешь rect. Т. Да, не, с этой самой C. О, отлично. Rect. Теперь это в скобках много аргументов. Первый аргумент у нас падла X. Падла X. Во, уже подсказал. Запятая. Отступ. Canvas point height. Canvas point height. Canvas точка height. Да. EI.
height. Высота. Height. Минус. То есть по-английски тоже минус. Абсолютно разницы нету. Минус, минус. Произношение. Pedal height. Canvas height минус pedal height. Отнимаем от парусины падло. Height, так. Запятая. Pedal height. Следующий аргумент просто pedal height. И все. Точка, запятой. Go to new line. И опять CTX. Эксплуатируем CTX до конца. Как капиталисты выжмем из него все соки. Fill style. Это просто покраска. То есть заполнить ее каким-то цветом, Бог, например. Легко это. Fill style, у тебя наверху есть fill style, и там написано, как ты yellow, а теперь будет, пусть у нас будет blue. Ракетка будет голубого цвета или синего. Да, отлично. Точка с запятой. И что там вверху у тебя после yellow? То же самое здесь. Fill это значит наполнить. Ты сказал ему, какого цвета, а потом говоришь CTX fill, наполняй этим цветом. Здесь ты то же самое делаешь. Это легко понять. И в конце что ты говоришь ему? Карандашик. Да, закрой путь, короче, закончи рисовать. Закончи путь, который твой карандаш рисует на холстине. Он написал треугольник, вернее четырехугольник у нас. И close path. Закрой, то есть вернись в начальную точку. Отлично. Две функции у нас готовы. Осталось у нас вот это все. Теперь нам нужно действие, акцию. Так, нам нужно засечь, когда вот этот мячик попадает в этот самый pedal, бол попадает в pedal, и чтобы чтобы он от него отскочил, и чтобы он от стенок тоже отскочил. Ball take pedal, да? Да, ball hits pedal. When ball hits pedal, it should, I don't know how to express it. It should reflect it, send it in another direction. Так, давай опиши функцию collision detection. Что дела? Комментарии, чтобы тебе потом понятно было. Комментарии collision, слово напиши, это значит столкновение, коллизия. Баски используют иногда это слово. Коллизион. Коллизей. Collision и detection. Detection. Что такое collision detection, как ты думаешь? Хаймерс. Битва. Collision это столкнуться. Две машины столкнулись, это collision. Два мира столкнулись, два мира ощущения, это тоже collision. Detection это детектировать, то есть засечь что-то, какую-то вещь засечь. Сенсоры, они детектируют что-то. Вот сенсор, ты пошел, не знаю, куда-то в музей, например, картину украсть. И сенсоры тебя задетектировали. То есть detection это... Поэтому, кстати, название детектив. Это дом, пример, Гойшин. Да, чеченцы там сразу там что-то стырить. Ага, да, плевать. Collision detection. Да, вот этот collision detection for, давай напишем до конца, for, чтобы ты английский хорошо знал. For walls, wall, W-A-L-L-S, walls, да, для стенок, and, pedal, и падлу прилепи туда. Collision detection for walls and pedal. А ну-ка, Хаймес, прочти, проверим твой английский. Collision detection for walls and pedal. Отлично. Заза мо иларцу. Заза еларнгас. Так, давай. If
поскольку у нас же, если столкнулась со стенкой, представь, прямо так понимаем это. Прям английский вот так пишется. Давай теперь в кавычках, не в кавычках, а в скобках. В скобках напишем булевое выражение, если x, напиши x плюс dx маленькое x, он тебе подсказывает, больше, знак больше, то есть вправо должно быть направлено острие, знак больше canvas width, ширины нашего холста, canvas, точка width, минус ball radius, переменная ball radius, опять-таки 10 пикселей она. Сделай отступ и поставь две вертикальные черточки. Это значит OR. Я тебе потом объясню, мы еще. Да, OR и AND. Вертикальные еще. Черточки? Две вертикальные черточки, да. Минус типа? Не, прямо вот вертикальные, не минус. Нет, они должны быть прям. Вот они. Да, они самые. Это OR. Это побитое OR, но потом я тебе расскажу, как. Пока просто... У тебя все равно шансов нет полностью эту игру. 50% ты поймешь, это очень хорошо. Потом ты будешь возвращаться к этому, и по ходу нашего этого эволюции, превращения тебя в эксперта-программиста, ты будешь возвращаться и уже всю игру будешь понимать. Пока что будешь только ее часть. Это нормально. Так, x плюс dx меньше, уже не больше, а меньше, ball radius, то есть радиус мяча теннисного. Создай вот этому условию if, выйди из скобок и создай ему тело. Как создают тело функциям или условиям, ты знаешь, да, curly braces. dx равно минус dx. То же самое, только за знаком минус. Точка, запятой. Отлично. Минус можешь лепить прямо к этому. Это не запрещается правилами. К dx. Да. От этого ничего христовым даться. Так, выйди из тела этого ифа, за пределы его скобок фигурных. Выходи и пиши if, то есть следующее, if y плюс dy, y плюс dy меньше ball radius, создай ему тело для условия if, выйди. Отлично. dy равно минус dy. У этого условия будет условие else if, вернее. После фигурной скобки напиши else if. Дополнительное условие, как бы вложенное мы делаем внутри этого условия если. Если так-то, а если так-то. В скобках y, y или y или y. Не знаю, какой тебе. Плюс dy больше canvas height, canvas.height, canvas.height минус ball radius
Создай ему тело, curly braces. И опять вложенное условие if, то есть условия могут вкладываться одна в другую, как ты видишь. Ничего удивительного в этом нету. X больше pedal X. Угу. Это самое. Так, и ты должен написать два знака end. Где они на русской клавиатуре находятся, как тебе сказать? Во-во, ты знаешь, вот это тоже побитовая end, или побитовая и в C языке. Так, pedal X, дальше пробел X. Я думаю, у меня проблем будет с этим. Так, X меньше. Pedal X плюс pedal width. Плюс pedal width. Создай тело для условия if, то есть curly braces. Width. Угу. Создай ему тело. dy равно минус dy. Создай вот этому вложенному условию if, а else, то есть иначе. После его curly brace, закрывающей с кнопкой else, да, else просто. И после else curly braces нет без if, просто else, иначе условия. Curly braces, раскрой их. Давай комментарий, чтобы ты знал, что к чему тут, короче. Две косые черточки. Напиши game over. Игра окончена. Не слитно. Отдельные слова это. Все. И под этим game over, под этим game раскрой строку. Да, и напиши документ. Точка. Location. Location. Точка. Reload. Перезарядить, Богдан, reload. Reload и скобки. Все, точка, запятой. Осталось немного, ты почти дошел. Так, выйди из тела вот это и следующий комментарий. Так, как пишет комментарий, ты знаешь, напиши draw. Draw все, everything. Напиши everything. Нарисовать все. А вместо F вот это самое, да, это самое проклятое. The. Everything. Хотя слышится как К. Вместо К Г напиши, да. Инговое окончание. End. Update game state. Это уже ты как геймер, ты, видимо, эти словечки видал. State. TE. Угу. Состояние, Богдан. Не исто. Alles war richtig. Alles richtig. Deutsch. Так, теперь функцию рисовать. Function. Draw. Скобки. Аргументов у нашей функции нету. Здесь создай ему тело. Curly braces. Раскрой его. И начинаем писать.
CTX. Почти мы закончили. CTX. Точка clear rect. Camel case sun clear. Rect. Да, rect, который ты... C, сеньор. Так, опять-таки скобки и аргументы ему напишем. Zero. Запятая. Снова zero. Или O. O, тоже 0 я зашу. O. Canvas. Canvas. Width. Точка width. Запятая. Canvas height. Так, точка запятая, перейди на новую строку. Canvas height. Пиши draw ball. Нарисовать мяч. Вызываем функцию, которую мы наверху описали. Draw ball. Скобки. Точка запятой. Так, точка запятой, новую строку. Раз мы нарисовали мяч, то что мы должны нарисовать еще? Ракетку. Да, draw pedal. У тебя есть функция наверху, draw pedal. Мы их сейчас вызываем одну за другой. Так, нарисуй мячик-то, не CTX. Draw pedal просто. Мы сейчас их одна за другой просто вызываем. Да, точка запятой. Далее мы вызовем detect collision функцию, которую тоже описали. Так, ты описал функцию detect collision? Нет. По-моему, дописал. Нет, да, описал. Вверху ажала, есть она у тебя, по-моему. Есть. Наверху посмотри. Подожди, нет, ты не написал функцию. Зайди, подожди. Вернись вниз. А вот этот комментарий есть, detect collision? Комментарий. Под ней место освободи. Вот. Да, место освободи, ты функцию не написал. Освободи место под комментарием collision detection for walls. Да, function. Detect collision, function detect collision, camel case sun. Функции вместе с телом создать. Нет. Функции надо detect collision. Не detection, detect. Не detection, а detect. Хотя разницы нет, можно было и так написать, вызвать ее. Напиши collision. С двумя L пишет это слово. Так, все. Скобки, тело, как обычно. Стандартная процедура. Создай ему тело. И все это хозяйство внизу, if, бла-бла, засунь вот это тело. Выдели и Alt, стрелка вверх. Зажми Alt, стрелка вверх. Выдели сначала. Нет, ты не все выделил. Не все выделил. О. Alt, стрелка вверх. Все. Ты успешно его засунул внутри этого. У нас есть функция detect collision. Мы ее пропустили. И у нас игра не стала функционировать. Так, давай теперь вызови эту функцию detect collision здесь. После draw pedal. После падлы. Так, пиши x, то есть переменная равно x. Это особое дело. Да, пожалуйста. Это математика и английский, и все. Да. Вот почему душа не лежит.
Не, есть математики, я там тебя. Там все, там эти вот математики. Ты не замечаешь, потому я что... проблемы в чем отдать. Не усложняй, все хорошо. X. Пиши X. X. Плюс dx. То есть это ошибка выражения или еще мони алан за раз. Да? Точка плюс. Сильно Подсоки. контакт коуч ала шикол секунди. Хорошо. Точка запятой. И напиши Y. То же самое, просто с Y. Все, там осталось у нас одно условие if просто и все. И потом мы запустим это все. Так, if и в скобках пишешь right preset, потом 2 раза и and, со знак киллера, что я не ожидал, что ты знаешь. Да, pedal X меньше canvas width, минус pedal width. И педал был куда? Педал? Педаль? Ракетка, лужа дуй, ракетка дуй. Да. Canvas, точка width. Нет, не width. Это как бы вызов этого. Так. Canvas width минус pedal width. Создай тело. И внутри тела этого if условия напиши pedal x равно... Pedal x. Width. Pedal width, да? Да, с большой буквой только дегдуй, из переменной дег. Тот был просто метод обращения к этому, а здесь большой буквой... убери точку. Дочку убери. Во. Внутри его тела, создай ему тело из фигурных скобок, и внутри его тела напиши pedal x равно pedal x плюс 7. Мы почти закончили. 2-3 предложения. Равно pedal x плюс 7. Равно. Equal. То есть взять этот самый pedal x. Есть короткая запись, я его просто тебе не подсказываю из-за того, что ты слово pedal x равно pedal x плюс 7. Из-за того, чтобы не запутать тебя. Pedal x равно pedal x плюс 7. Как там наверху написал ты? Да, еще раз pedal x просто напишешь и все. И закончи. Все, потом else if условие последнее. После фигурной скобки. Else if. Опять в скобках. Скобка left preset. 2 раза and опять. Pedal x больше нуля. Left preset and pedal x больше нуля. Создай ему тело, else if условие тоже. И внутри напиши pedal x равно pedal x минус 7. Точка, запятой, все. И выйди из вот этого условия if, else if условия, но не выходи из самого тела функции. Да. Оставайся внутри вот этой фигурной скобки. Все, правильно. И напиши теперь request animation frame. Request. С Q пишет request, не C. Re и Q. Request. Опять-таки, camel case, animation, frame уже есть у тебя там. В скобках аргумент, вызов функции draw.
Draw. Скобки не нужны. Функции можно без скобок здесь вызывать. JavaScript — это сумасшедший язык, который... Скобки ж е. Я имел в виду скобки для функции. Я имел в виду скобки для функции draw, не для реквеста. Все. Точка, запятой. Все, выйди из этого. Выйди из этой вот, и пиши теперь просто, все, пока. Пиши draw, ты должен все это хозяйство вызвать. Draw, скобки. И закрой. Это game стартовать, поэтому комментарий я сделал с drawing лака. Точка, запятой, вот, start the game. Комментарий я сделал. Выше этого draw. Это как бы к нему относится. Start the game просто. Все, если мы теперь ничего не напутали, если ты где-то лишнее чего-то не написал или не пропустил, эта штука должна запуститься. Не факт, что запустится. Дебагинг — это, не знаю, рутина для любого программиста, как снег в Гималаях. Запустить OpenLive. Да, сохрани и запусти. Спаси и сохрани. Ты сначала запусти вот этот самый в Олцунах. Лайв-сервер. Запомни, сохрани. Первую, кстати, тоже ты сохранил или не сохранил ты? Вернись на ту самую, вот туда, да. Ты помнишь, Game HTML, сохрани это тоже. Сохранил? Сохрани это тоже. Сохранил. Вот теперь лайв-сервер запусти. Это не лайв-сервер ты запустил. Правую кнопку. Где находится OpenWiFi сервер? Ага. Вот этой штукой обнови. Обнови свою эту. Ты неправильно запустил, кстати. Ты должен не Game.js запускать, а запускать вот эту самую HTML game. Вот ее ты должен запускать сервером, лайв-сервером, а не Game.js. О, пошло дело. Так, ничего мы не видим. Как я и говорил. Так, давай.